Наполеоновские войны окончились, есть возможность заняться Кавказом, где дела обстоят не так, как хотелось бы. Для покорения горцев нужен бывалый человек, решительный и бескомпромиссный. В 1816 году его императорское величество Александр I направляет на Кавказ одного из самых выдающихся генералов того времени, Алексея Ермолова. Понимали в Петербурге, что это трудная задача подчинить Северный Кавказ, и вот ему, боевому генералу, дают такую задачу. Новый наместник представил императору план покорения горцев, в котором центральное место занимали Дагестан и Чечня. Он считал необходимым перенести военную линию с Терека на Сунжу и установить военно-экономическую блокаду Горной Чечни. Временные рамки поставлены не были Петербургом. Но Ермолов, прибыв сюда, решил, что эту задачу он сможет выполнить, в общем, за 2-3 года. В феврале 1817 года Ермолов писал генерал-лейтенанту Михаилу Воронцову, будущему наместнику Кавказа: «Чеченцы весьма усилились и нападают большими партиями на линию. До возвращения моего из Персии отложил я наказание их, и без себя не позволю ничего сделать». Когда Ермолов вернулся из Персии в Тифлис, то был завален донесениями о состоянии дел на левом фланге, например, о нападениях горцев. В первые 2 года его наместничества Чечня оказалась в военном отношении слишком активной. Покорение северо-восточного Кавказа необходимо было начать именно с нее. Он полагал, что справится с задачей очень скоро, поскольку у чеченцев не было государственности, а вместо этого множество раздробленных обществ. Вот отбросив многовековой опыт предыдущих российско-чеченских, российско-горских отношений, когда действуя политическими средствами, экономическими средствами, культурными средствами, устанавливала здесь свое влияние, Ермолов решил все это отбросить. Ермолов прибывает в станицу Червленную в мае 1818 года, где его ожидает отряд численностью 7000 человек. Вызвав старшин чеченских селений по Тереку, он задерживает их в качестве заложников, чтобы обезопасить переход войск в Чечню. Царский отряд разбивает лагерь на Сунже, где в начале июня под руководством подполковника Верховского начинается строительство крепости Грозной, главного укрепления на Сунже. Ермолов решает, что поскольку ворота в Чечню, Большую Чечню, шли через Ханкальское ущелье, что это наиболее удобное место для построения крепости. Ну а поскольку главная цель его была и метод это запугать, он называет ее Грозная. Ермолов решил покорять отдельные узловые точки, ставить там гарнизоны и таким образом наступать вплоть до гор. Куски земли наиболее плодородно у них отнимать, проходить в их леса. И постепенно, он говорил, голод, вернейшее средство, они или вынуждены будут умереть с голоду, или, значит, покориться. Чеченцы встревожены появлением крупного отряда, и к Ермолову направляется несколько делегаций, по опыту прошлых лет, желая прийти к компромиссу. Ермолов отвечает, что он никаких переговоров с ними вести не будет. Сильнейший не ведет переговоры, а слабый должен покориться. Что касается Ермолова, то он прямо заявлял, что только силой можно с ними разговаривать, только силой оружия, другого языка, мол, якобы они не понимают. За короткое время бассейн Сунжи оказался занятым царскими войсками. Помимо Грозной было построено еще не одно укрепление. На сунжинских и терских чеченцев были наложены повинности: рубка леса, доставка провианта, предоставление подвод. Более того, позже натеречные чеченцы будут вынуждены участвовать в походах против соплеменников. Ермолов писал: «Многие уже деревни ищут примирения и дают аманатов, но я предлагаю условия, которые им не нравятся». Все предыдущие дипломатические, политические переговоры уходят в прошлое. Ермолов начинает говорить языком силы, языком ультиматумов. И чеченцы поняли, да, действительно начинается, видимо, другое время. До этого как было? Российские войска приходили и уходили. В среде чеченцев произошел раскол. Натеречные и часть сунжинских чеченцев приняли условия Ермолова, в то время как отказалось население Большой и Малой Чечни, пока еще непроходимо из-за густых лесов. Ермолов был наслышан об Бейбулате Таймиеве. К тому времени он имел уже непререкаемый авторитет среди чеченцев. Бейбулат встречается с Ермоловым во Владикавказе еще в 1816 году.
В итоге Таймиев пообещал прекратить нападение на линию и вновь уже в который раз перешел на царскую службу, теперь в чине поручика. Эта политическая переменчивость – не что иное, как мучительный поиск подходящего варианта вхождения чеченцев в состав империи, но только на определенных условиях: не вмешательство во внутриполитическую жизнь, сохранение традиций, относительная личная свобода, религия и, конечно, земли. Но Ермолов исходил из собственного понимания ситуации в Чечне и действовал в обход Таймиева. Чеченцы готовы были войти в Россию. Чеченцы готовы были быть союзниками России. Чеченцы готовы были даже подданными гражданам Российской империи. Чеченцы не готовы были быть крепостными крестьянами. Чеченцы не готовы были отдать все лучшие свои земли, а самим, значит, на голодный паек почти на край смерти стать. Чеченцы не готовы были, что неравноправное отношение к ним будет. Наместник требует от командования, цитата, «почаще тревожить чеченцев, как в Ханкале, так и на стороне Аргуна, схватывать людей, скот, лошадей, выжигать хлеб, сено, одним словом, наносить им, сколь возможно, более вреда». Добровольное переселение чеченцев ближе к Тереку в мирные аулы Ермолов считал ошибкой своих предшественников. Он делает наоборот, выселяет множество аулов в горы не только с Терека и Сунжи, но и из кумыкских земель. Например, 7 чеченских аулов из Кумыкии, цитата, были сняты и под конвоем припровождены до границ чеченских. В сентябре 1818 года Ермолов издает обвещение владельцам селений на берегу Терека лежащих. Он требует выслать или сдать неблагонадежных, держать караулы, не пропускать через селение немирных собратьев. В документе говорилось: малейшее неповиновение, набег или грабеж на линии, и ваши аулы будут разрушены, семейства распроданы в горы, а монаты повешены. Царские генералы всегда наступали на Кавказ, совершенно не учитывая обычаи, традиции горцев Северного Кавказа. Главной особенностью политики нового наместника стало привлечение к ответственности всего аула за действия даже отдельно взятого человека. Строительство крепости Грозной встревожило не только чеченцев, но и дагестанцев. Аварский владелец Султан Ахмед хан направил в Чечню 1000 человек на помощь чеченцам. В августе 18 года между объединенными ополченцами и царскими войсками даже были столкновения недалеко от нынешних Толстоюрта и Старых Атагов. Исход сражений решила царская артиллерия. Партизанская война, потому что, конечно, они не могли действовать колоннами, они не могли действовать, маневры такие совершать. У них не было такой регулярной кавалерии тяжелой и так далее. Хотя кавалеристы прекрасные были горцы, но это было индивидуальный бой, индивидуальная рубка или рукопашный бой в лесу. Однако всеобщего восстания в аулах Большой и Малой Чечни пока еще не было, несмотря на то, что полным ходом шло строительство укреплений на Сунже. Однако случай решил ход событий. В октябре 1818 года, когда Ермолов находился в Кабарде, в Чечне старшим остался Вильяминов. В селении Старая Сунжа, недалеко от крепости Грозной, ныне это часть города, между солдатами и местными жителями произошла стычка. Чеченец попытался отнять у солдата своего вала. Вместо того, чтобы уладить инцидент мирным путем, Вильяминов потребовал выдать виновника, дабы казнить его через повешение в назидательных целях. На отказ жителей был отправлен карательный отряд. Старая Сунжа была взята штурмом и истреблена, а вслед за ней и многие другие сунжинские аулы. Поняв это, к чему это идет, чеченцы переносят свои аулы, которые до этого где-то под 40 аулов вокруг территории Грозного было, все их переносят за Сунжу, в леса. Как пишут российские историки, цветущая долина Сунжи опустела. Ермолов решил наказать качкалыковских чеченцев, ныне это Гудермесский район, за попытки сопротивления и согнать их с их земель. Ранее он разбил чечено-кумыкский отряд под крепостью Внезапная в Дагестане, в районе аула Индирей. Этот мемориал в Гудермесском районе стоит в 2 шагах от Терека, на том месте, где когда-то находился Дади-юрт. Отсюда и были родом легендарные Дади Айбика, Заза и другие девушки, позже воспетые в народных песнях. По приказу Ермолова 700 казаков, 6 рот пехоты с 4 орудиями напали на аул, состоявший из 200 дворов. Наместник знал, что чеченцы будут застигнуты врасплох и не успеют вывести свои семьи. Это и было нужно. Главной целью было навести ужас на качкалыковцев.
Именно на этом поле когда-то и находился известный Дади-юрт, в буквальном смысле слова, истребленный 14 сентября 1819 года. Согласно рапортам военных того же генерала Ермолова, жителям было предложено покинуть аул, и штурм начался только после того, как они отказались это сделать. Однако версия военных неправдоподобна, хотя бы потому, что чеченцы всегда вывозили свои семьи и имущество, когда знали о наступлении противника. В данном случае этого не произошло. Дади-юрт был окружен ранним утром. Иными словами, жители были застигнуты врасплох и обречены на истребление. Ермолов так описывал штурм аула. Двор каждый почти окружен был высоким забором, и надлежало каждый штурмовать. Многие из жителей, когда врывались солдаты в дома, умерщвляли жен своих в глазах их. Многие из женщин бросались на солдат с кинжалами. Большую часть дня продолжалось сражение самое упорное. В ходе штурма было убито до 500 мирных жителей, около 140 были пленены. Потери царских войск составили 61 человек убитыми и 200 ранеными. Спустя 2 недели после Дади-юрта отряд Ермолова продолжил уничтожать качкалыковские села. Другой отряд под командованием Грекова опустошал сунжинские аулы. Третий отряд Сысоева действовал в районе Ханкалы. В течение осени 19 года многие чеченцы удалились с Терека и Сунжи под угрозой истребления. Исключение составили подконтрольные натеречные чеченцы, находившиеся между двух военных линий. Сожжение равнинных чеченских сел приобрело регулярный характер. Год проходит, снова походы. Урожай созревает, снова походы. Им не давали нормально жить, нормально работать, и производительные силы подрывались. И тогда многие уходили в леса. Женщины и дети, тысячами скрывавшиеся в лесах и горах, гибли от голода и холода. Походы продолжились в 2020 году. По всей равнине прорубались просеки. К рубке леса были привлечены и тысячи чеченцев. Вдоль всего течения реки Сунжи были построены крепости, в том числе на месте выжженных аулов. Преградный стан, Усть-Мартанский, Злобный окоп, Грозная, Неотступный стан, Амираджи-юртовская, Умахан-юртовская, Гирдель-аульская и многие другие укрепления протянулись с запада на восток по всей чеченской равнине. Рубка леса, поставка продовольствия и подвод, охрана линий и прочие повинности тяжелым бременем ложились на подконтрольных чеченцев и кумыков. По этому поводу Ермолов писал: «Все сие сделано малыми весьма средствами и с помощью вновь покоренных народов за ничтожную цену, не требуя на сие ни гроша от казны денег». К 1820 году равнинная Чечня считалась подконтрольной. Вместо вот этого пахотных орудий замечательных, которых у чеченцев много было, других они палку-копалку берут, небольшую полянку, сделают лунку, туда кукурузу набросают. Вот тогда кукуруза — это как хлеб войны, потому что он много дает хлеба, тогда стало постепенно распространяться, стало любимым чеченским злаком вот в этой Кавказской войне. Начальник левого фланга генерал Греков, комендант крепости Грозной, сторонник не менее жестких мер по отношению к горцам, чем сам Ермолов. С еще большим усердием он прокладывает просеки по Чечне, связывая одно укрепление с другим, а по пути в назидательных целях уничтожает хутора и аулы. В ответ на это Таймиев вновь берется за оружие. С 1816 по 18 годы он не участвовал в борьбе, находясь на царской службе, однако ему вновь не оставили выбора, и он возглавил ополченцев в 1821 году. Он попытался взять Амираджи-юрт. Дело кончилось безуспешно. Чеченцы были все еще раздроблены. Более того, не было цементирующей идеологии, какой могла стать, например, религия. Этот человек брался за оружие только тогда, когда его к тому вынуждали. Он не искал войны с Россией, он не был убежденным противником России. Он хотел найти достойное место для чеченцев в российском государстве. Таймиев религиозного образования не имел, а посему вступил в союз с чеченскими богословами Абдулкадыром из Герменчука и Магомедом из Маиртупа. В 21 году в мечети в Маиртупе было созвано всечеченское собрание, на котором было решено готовиться к восстанию. Год спустя, в 22 году, восстание произошло. Начались нападения на недавно созданные укрепления, однако они не увенчались успехом. Царские войска в очередной раз сожгли равнинные аулы. В лесу, недалеко от Шали, в феврале 1822 года произошел бой между отрядами Грекова и Таймиева. Исход вновь решили царские пушки.
Ермолов и не заметил, что своими жестокими действиями породил новую для горцев идеологию – мюридизм. Главным проповедником нового течения стал дагестанский ученый Магомед Яракский. В свою очередь, учение богослова возникло на основе ветви течения Накшбандия Халидия, которое проникло в Дагестан. Сам тарикат Накшбандия призывал людей к социальной пассивности, то Накшбандия Халидия призывал своих последователей с социальной активности, политической деятельности, в участии в политических процессах, происходящих в мусульманском мире. Накшбандия Халидия, в общем-то, было уже приспособлено, как уже сложилось, как идеология, посредством которой можно было оказывать сопротивление колониальным государствам. В 1823 году об учении Яракского стало известно и в Чечне. Кстати говоря, слушать его проповеди слушал и Бейбулат Таймиев. Бейбулат был убежден, что учение Яракского – та самая сила, которая может мобилизовать чеченцев. То есть, во всяком случае, восстание Бейбулата Таймиева было идеологически, идейно обосновано на основе принципов тариката Халидия, Накшбандия Халидия. Однако в Чечне он не находит богословов, которые могли бы донести эти идеи до народа. Он приглашает дагестанского ученого Магомеда Кудуклая, а от старшин требует не провоцировать карательные экспедиции. Выигранное время Бейбулат использует для подготовки восстания. Духовенство развернуло масштабную работу по призыву людей к сопротивлению, а в мае 1825 года на всенародном собрании в Мэртупе имамом был объявлен Магомед Кудуклая, а военно-политическим лидером Бейбулат Таймиев. Он тогда фактически начал создавать чеченское независимое государство в союзе с кумыками. Назначал так называемых турков главами обществ, селений, реально устанавливал атрибуты государственной власти. 10 июля Магома Мэртупский осадил Герзеляульское укрепление. Находилось оно на этой возвышенности у самого берега реки Аксай. Потом к ним присоединился и Бейбулат Таймиев. Итого силы осаждавших составили около 6000 человек. Гарнизон же крепости насчитывал около 400 человек. Правда, у них было 12 орудий. Падение Герзель-аула имело бы тяжелые последствия для российской власти в Чечне и Дагестане, поскольку в руках восставших оказалась бы значительная часть чеченской и кумыкской равнины. Более того, ряды восставших значительно умножились бы, поскольку даже малейший успех в борьбе против царских войск оказывал сильное воздействие на колеблющуюся часть горцев. Однако долгожданного падения Герзеляульского укрепления не произошло. 15 июля, то есть на 5-й день с момента начала осады, подоспело подкрепление во главе с генералами Грековым и Лисаневичем, отряд которых насчитывал порядка 1500 человек. Они ударили в самый тыл осаждавших, и Бейбулату Таймиеву пришлось отступить. По настоянию Лисаневича собравшихся попытались разоружить и арестовать, хотя накануне были обещаны неприкосновенность и безопасность. И все это сопровождалось оскорблениями со стороны царских генералов. В ответ чеченский старшина Учар-Хаджи ударами кинжала убил Грекова и смертельно ранил Лисаневича. Последний скомандовал не то кали, не то в штыки, и в стенах укрепления началось самое настоящее побоище. Из укрепления мало кто ушел живым. Левый фланг на время остался без генералов, а десятки аулов без старшин. Герзеляульский бой вошел в историю как страшная бойня, резня, никому не нужная, не принесшая никакого успеха. Именно после этой бойни движение угорцев Северо-Восточного Кавказа, в частности Чечни и Дагестана, наоборот, углубилась, расширилась.
Таймиев пытался поднять восстание среди соседних народов. Где-то это удавалось, а где-то нет. В ответ греков вновь направляют карательные экспедиции в январе 1825 года. Вновь разоряются аулы. Отряды Таймиева захватили укрепление Злобный окоп. В июле Амир-аджи-Юртовское укрепление. Это вдохновило горцев. Войско Бейбулата увеличилось с 2000 до 4. Максимальная численность его армии достигала не более 7000 человек. Однако, несмотря на некоторый успех, к середине лета 25 года в движении Таймиева наметился раскол. Часть чеченских и кумыкских уздений стали надеяться на то, что в ответ на их отказы от борьбы кавказская администрация пойдет на уступки. В последующем сельскими старшинами Таймиев будет назначать только проверенно преданных ему уздений. Таймиев вводит повинности. Аулы должны были нести караулы, дабы предупреждать о наступлении противника, создавать защитную систему. Более того, был объявлен набор в армию. Именно после восстания 25 года Ермолов начинает осознавать, что методы устрашения неэффективны. Еще в 20 году он поспешно докладывал царю, что на Северном Кавказе все под контролем. Однако выступления горцев доказали обратное. Среди чиновников появилось мнение, что они вызваны чрезмерной жестокостью Ермолова. Поэтому он не вмешивался в ход событий вплоть до Герзеляульской трагедии, полагая, что Лисаневич и Греков справятся. Гибель последних вынудила его лично взяться за усмирение горцев. Ермолов прибывает на Кавказскую линию. Поход он отложит до зимы. Вскоре кумыкские аулы вновь изъявили покорность под угрозой уничтожения. И он отказался от карательных мер против них. Однако поход в Чечню он готовил. Стараясь не допустить восстания притеричных и сунжинских чеченцев, Ермолов дает указания начальнику линии Грозный Кизляр, подполковнику Сарачану, дабы он не истреблял эти селения даже в случае их явной измены. Это была ранее несвойственная Ермолову политическая гибкость. Дабы остановить растущее влияние Таймиева, Ермолов распространил прокламацию к жителям чеченских деревень, живущих по Сунже. Однако она не возымела ожидаемого успеха. Пассивность царских войск осенью 1825 года расценивалась населением как их беспомощность и, наоборот, всесилие Таймиева. Со стороны последнего были попытки взятия опять Герзель-аула и даже Грозное, а мелкие столкновения стали нередкостью. В октябре противники сошлись у Ханкальского ущелья. Командовавший гарнизоном крепости Грозное комендант Сарачан едва избежал полного разгрома и отступил, что еще больше укрепило авторитет Таймиева. Но поднять ингушей и натеричных чеченцев Бейбулату не удалось. Они почти не пострадали от карательных экспедиций или военно-экономической блокады, и, соответственно, поводов для выступлений у них было куда меньше. С наступлением холодов начинается спад движения горцев. В декабре в Грозную даже явились делегации от многих аулов, прося прощения. А в начале 26 года восстание так вообще прекратилось. Не факт, что карательные меры на тот момент были в интересах Петербурга. Смерть Александра I, декабристское восстание, восшествие на престол Николая I отодвинули дела на Кавказе на второй план. Однако колониальная политика Ермолова требовала наказания. Хотя еще Александр I указывал Ермолову, что экспедиции, в которых гибнут женщины и дети, не могут служить ни славе российского оружия, ни чести начальника отряда, и скорее возродят между неприязненными нам горскими народами более озлобление, чем склонят их к чувствам миролюбивым и доверенности к нам. В январе 1826 года Ермолов направил из крепости Грозной в Чечню крупный отряд, 2 батальона, 1 роту, 500 казаков и 6 орудий. Вокруг Таймиева собралось до 3000 воинов. Однако это не помешало уничтожить селения Чахкири и Атаги. Здесь, пожалуй, и произошли самые ожесточенные бои за весь период экспедиции. 5 февраля Ермолов после передышки в Грозной вновь наступает на Чечню. Герменчук и Шали выдали аманатов, и трогать их наместник не стал. Тогда Ермолов направился в Малую Чечню, уничтожая Урус-Мартан, Гихи, Дауд-Мартан, Шельчихи, Рошню и другие аулы. Мирное население вынуждено было в зимний холод скрываться в лесах. С апреля по май он вновь повторил маршрут зимней экспедиции с той разницей, что тогда он начал с Большой Чечни и окончил Малой. Теперь наоборот. Наказаны были те же самые аулы. Ермолов отдает приказ наказать и лежащие на Сунже ингушские села и карабулакские, одного из чеченских обществ, за их отказ принять участие в зимней экспедиции в Чечню. Несколько селений было уничтожено. И очередной раз Бейбулат Таймиев понял, что, конечно, военной силой, вооруженным путем чеченцы с Россией победить не смогут. Мнение Ермолова в целом о ситуации в Чечне начало меняться в период восстаний 25 года. В мае 26 года, после своих экспедиций, Ермолов писал в Петербург: «Временного наказания недостаточно для людей, обвыкших к безналичию, к свободе буйной и необузданной, необходимы постоянные меры».
Тогда же он направил предписание новому начальнику левого фланга, генерал-майору Лаптеву. Документ этот уникальный, совершенно не свойственный Грозному Ермолову. Он признал, что горцам допускалась несправедливость. Он часто выдвигал перед чеченцами невыполнимые требования и потом жестоко наказывал за их невыполнение. Теперь Лаптеву он указывал совсем иначе. Никогда не требуйте от них того, что для них исполнить трудно или чего они вовсе исполнить не могут. Ермолов всегда испытывал горцам презрение к их обычаям и вере. Еще в 20 году он даже придумал молитву, в которой горцы должны были восхвалять его императорское величество. Он указывает Лаптеву: наблюдайте, чтобы никто из подчиненных не позволял себе грубого обхождения с ними, чтобы никто не порочил веры мусульман, паче же не насмехался над ней. Вместо блокады он предписывал создать в Грозной миновой двор, где горцы могли бы торговать, а также дать обращение медной монете, и построить в крепости Грозной мечеть, дабы продемонстрировать горцам уважительное отношение к их вере. В первые годы Ермолов не делал никаких различий между мирными и немирными чеченцами. Теперь он говорил о другом. С чеченцами на правом берегу Терека живущими надобно поступать снисходительнейшим образом, ибо неоднократно, прежде и теперь в последнее время, служили они нам против своих единоверцев и родственников. Теперь наместник запрещал карательные экспедиции против чеченцев без его личного разрешения, в то время как в первой половине 20-х годов давал Грекову и Лисаневичу полную свободу действий. Весной 1826 года Ермолов обнародовал и другой документ – прокламацию к чеченцам или правила народу чеченскому, который также свидетельствовал об умеренном курсе в отношении Чечни. Конечно, повинности в основном сохранялись, однако у населения появились хоть какие-то права. Отменялись денежные штрафы ввиду бедности народа, отменялась общая ответственность за действия отдельных лиц. При судопроизводстве Ермолов указывал на необходимость беспристрастного разбора. А дабы чеченцы не подвергались несправедливой обиде, позволять им иметь с собой кадия своего селения. Однако административная власть оставалась в руках приставов и военных командиров. На протяжении 11 лет, пытаясь создать новый Кавказ, Ермолов и не заметил, как Кавказ создал нового Ермолова. В 1827 году император Николай I отправил Ермолова в отставку. Новым наместником стал Иван Паскевич, который продолжил новый умеренный курс Ермолова в отношении горцев. В 1827 году в Чечню после поездки в Персию возвращается Таймиев. Целью его поездки было получить военную помощь. Однако дальше словесных обещаний дело не пошло. Таймиев вернулся ни с чем. В том же году он предпринял две безуспешные попытки овладеть крепостью Грозной. С другой стороны, население его не поддержало, и он отказался от борьбы. Таймиев ищет приемлемую форму вступления чеченцев в состав Российской империи. В конце 1827 года Бейбулат Таймиев выдвинул новый план включения Чечни в состав Российской империи. Согласно этому плану, чеченцы должны были присягнуть в верноподданстве России не напрямую императору, а через Шамхала Тарковского, с одной стороны преданного России, с другой весьма авторитетного среди чеченцев. В течение нескольких лет Бейбулат вел переговоры как с чеченскими обществами, так и с Шамхалом. Итогом этих переговоров явилась поездка 120 представителей чеченских старшин сюда, в Тарки. Ныне это пригород Махачкалы. Именно здесь и было принято решение о верноподданстве чеченцев в России через присягу Шамхалу Тарковскому. Подданство предусматривало выдачу аманатов в знак верности России не кавказским властям, а Шамхалу. Сын Шамхала должен был отправиться в Чечню в качестве правителя с определенными полномочиями, например, с правом выдачи билетов на проезд и торговлю в российских пределах. Судопроизводство предполагалось передать в руки чеченцев. Вот для этого союза сын Шамхала Тарковского в качестве представителя был направлен в Чечню, Шахбаз, а сын, единственный он был, сын Бейбулата Таймиева был направлен в Тарки. Сначала Паскевич одобрил план, согласившись на своего рода автономию чеченцев. И вот такая двойная ступень вхождения России Бейбулат Таймиев избрал. Чечня вступает в союз с Шамхалом Тарковским и, получалось, автоматически находится в составе России. Свою преданность России вновь продемонстрировал и Таймиев. 300 чеченских всадников. И около полугода в составе русской армии он воюет с турками, с турецкой армией. Однако потом план Таймиева Паскевичем был отвергнут. В свете окончания русско-иранской войны в
1826-28 годов, а потом и русско-турецкой 28-29 годов, умеренный курс в отношении Горцева, о котором в начале своего правления говорил и сам Николай I, был уже не в интересах самодержца. Отсюда его предписание 25 сентября 1829 года наместнику Кавказа спустя 3 недели после подписания русско-турецкого мирного договора. Окончив одно славное дело, предстоит вам другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждениях прямых польз гораздо важнейшее – усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных. Петербург наступал на те же грабли, что и в 1816 году при назначении наместником Ермолова. Однако Паскевич, в отличие от Николая I, обстановку на месте знал. Паскевич был одним из самых умеренных наместников Кавказа первой половины XIX века и никогда не предпринимал безосновательных военных экспедиций. Он писал царю в ноябре 29 года: «Ну хорошо, покорить так покорить, но с какого народа начинать? Какой народ, так сказать, больше виновен?» Ответ на сие труден. Опасно поднять в горах всеобщее возмущение, ведь не все же виноваты в одинаковой степени. Особое внимание он уделяет чеченцам. Он писал царю, что считает военное управление неэффективным, что именно гражданское управление смягчит их нравы и позволит, говоря современным языком, ускорить интеграцию. Летом 1829 года отряд чеченцев во главе с Бейбулатом прибыл в Тифлис по приглашению наместника. В результате переговоров Паскевич обещал разработать специальный документ – постановление о покорности чеченцев в России. И достигает соглашения с Паскевичем, что для Чечни будет дана особая конституция, как, скажем, она была дана для Финляндии, которая вошла в состав России в начале 19 века. Это автономия внутри российского государства. Документ предусматривал внутреннее самоуправление, однако оно так и не было предоставлено. Намеченные Ермоловым планы осуществляет именно Паскевич. В Грозный открывается миновой двор для торговли с чеченцами, строится мечеть, выделяются деньги для единовременных пособий видным старшинам с целью формирования преданной верхушки. Однако это были уже запоздалые меры. В 1828 году в Дагестане был объявлен первый имам Гази Мухаммед. Опасность нового движения заключалась в том, что оно подкреплялось религиозной идеологией Газавата. Многие считают, что это было последствие репрессивной политики Ермолова. Сначала мюридизм укрепляется в Дагестане, а потом проникает и в Чечню. Пороховая бочка была наготове, нужна была лишь искорка. Ермолов действительно много уничтожил, много присоединил, много натворил, но он создал такую пороховую бочку, такой пороховой погреб ненависти, что как только появилась первая возможность, оттуда из-под Ермолова вырвалась Кавказская война, загудела со страшной силой, мюридизм укрепился. В августе 1830 года в Дагестан на переговоры с Гази Мухаммедом отправилась чеченская делегация во главе с Овкой, муллой из Герменчука, который участвовал в восстании 25 года. Найдя поддержку, Гази Мухаммед отправляется в Чечню, где ведет идеологическую работу. Сам Таймиев не поддержал идею нового противостояния. Однако в конце 30 года бывшие сподвижники Бейбулата Овка и Астемир совершают несколько нападений на Кавказскую линию. В это время командующим на левом фланге был генерал Вильяминов, бывший сподвижник Ермолова. Бейбулат встретился с ним и попытался договориться, однако безуспешно. Уже часть чеченцев начала в этой борьбе участвовать. Но значительная часть пока не участвовала, Таймиев их сдерживал. С декабря 1830 года по январь 1931 вновь были уничтожены десятки аулов. Вильяминов не пощадил и те селения, которые были готовы выдать аманатов и изъявить полную покорность. Вся равнинная Чечня в лучших традициях Ермолова была предана огню. Военные действия под знаменем мюридизма начал первый имам Дагестана Гази Мухаммед, и наоборот начались походы царских войск. В апреле 1831 года Паскевича отозвали для подавления восстания в Польшу. Новым наместником стал барон Розен. В том же году Бейбулат Таймиев был убит кровником, кумыкским феодалом Эльдаровым. Теперь сторонников умеренных методов, дипломатов на Кавказе не осталось ни с той, ни с другой стороны. Было, кстати, царской власти назначили следствие, Эльдаров был арестован, но потом он, правда, был выпущен. Вот это действительно убийство Таймиева, действительно вопрос до сих пор до конца не исследованный, почему он был убит, как это произошло. Если бы он остался бы жив, может быть, дальнейшие события несколько и по-иному протекали бы в Чечне.
Выступления Горца выявили очень опасную для кавказской администрации тенденцию. Наметилось объединение чеченцев и дагестанцев в антиколониальной борьбе. Очень скоро на Северо-Восточном Кавказе и возникло новое многонациональное государство.